Конечно же, мы можем ссылаться на пандемию, на ковидные ограничения, на некачественную работу сотрудников Росстата, которые, увы, не дошли до многих. Но одна из явных причин снижения показателей численности народов все же лежит на поверхности. В эпоху глобализации без должного внимания, без поддержки государства сложно сохранять родные языки. Если они изучаются по выбору, в определенных временных рамках, не более 3 часов в неделю, это вообще возможный максимум. Если в учебных программах не отведено время на изучение национальной литературы, истории народов, если сокращается количество национальных школ, а родные языки отправляют на задворки современной образовательной системы. О каком развитии тогда мы можем говорить в принципе? О чем тут говорить, если, к примеру, уже несколько лет мы даже не можем сертифицировать переводные учебники по предметам для татарских школ? Непробиваемые бюрократические препоны. И ничего, федеральные чиновники, ответственные за учебную литературу, чувствуют себя вполне комфортно. К ним не приходят прокуроры, сотрудники Следственного комитета не стучат кулаком по столу, требуя прекратить ущемление прав на образование, а фактически нарушение Российской Конституции. А возьмите сферу моей профессиональной деятельности, телевидение. Нас грубо, без объяснения причин, не пустили в бесплатное цифровое эфирное телевидение. Там есть 20 бесплатных каналов. Детский, православный, музыкальный, спортивный. А национальным места не нашлось. Сегодня фактически национальное телевидение в России стало платным. Надо либо приобретать спутниковую тарелку, либо пользоваться услугами кабельного оператора, которые, увы, не везде доступны, особенно в сельской местности. А, да, нам в качестве одолжения дали возможность вещать 5 часов на цифровом эфирном канале ОТР. Но там нельзя говорить на татарском, любом национальном языке, потому что, видите ли, лицензия не позволяет. Иезуитское решение. Таких примеров, мягко выражаясь, несбалансированной национальной политики множество. Есть и другое определение всему тому, что происходит. Но я не хочу раньше времени давать пищу мундирам.